2 следа. И вот сзади вот здесь шов был наложен. Таких укусов по всему телу Константина десятки. Только на затылок наложили 8 швов. До последнего пес не отпускал его, таская за голову по улице. Парень чуть не отдал жизнь за прохожего с ребенком в схватке со 100-килограммовым алабаем. Мужик держал ребенка в левой руке, а сам поставил правую руку, чтобы защитить, ребенка защитить, самое главное. Мы уже в этот момент подбежали и обогнули собаку и встали с этой стороны, как бы защищая. В этот момент весь удар Константин принял на себя. Борьба парня с собакой продолжалась минуты 3, после чего на помощь прибежал еще один мужчина с пневматическим ружьем. Он выстрелом с 20 сантиметров, наверное, в ухо оглушил собаку. Я на тот момент уже весь в крови был. Минут через 10-12 уже скорая была. Хозяин собаки прибыл спустя 1,5 часа. По словам пострадавших, в частном доме, в котором он держал пса, не появлялся неделями. Голодное животное сорвалось с цепи. До сих пор владелец алабая не пытается связаться ни с Константином, ни с семьей Анохиных. На переговоры хотели без суда, но он как бы навстречу нам не идет. После этой ситуации, конечно, страшно. Не лаяла, не рычал, сразу же напала на нас. По административному кодексу, если это первое нападение собаки, хозяин может отделаться лишь предупреждением. Но, по словам юристов, пострадавшие имеют право на возмещение вреда здоровью и за моральный ущерб. В зависимости от ситуации, насколько вы считаете, вы пострадали. Но в данном случае пострадал не только отец и ребенок. Если ребенка собака фактически не укусила, то все равно ребенку нанесен моральный вред. Ребенок оставался в шоке весь вечер после происшествия. Девочка заговорила лишь на следующий день. Ее отец уже нанял адвоката. Сейчас Константин, как и семья Анохиных, намерены подать в суд. Хозяин собаки не должен оставаться безнаказанным, говорят они. Ведь если бы не Константин, то жертвой огромного алабая могла стать 1,5-годовалая девочка. Вилян Бояркин, Ларион Федоров, Вести, Якутск.